Салам алейкум, дорогие подписчики. Вот смотрите, это мои родители правильно нас это воспитывали, да. 6 детей, мы в одной школе учились, 6 детей. Потом трое моих братьев, они 9 10 класс учили в одном школе тоже, потому что наша школа была 8-летняя. Вот потом, в 89 год, потом наша школа стала как это 10 лет, потом открыли другие классы, 9-10 класс. Вот мои трое братьев, они учили 9-10 класс, это школа номер 2 имени Ленина. А моя старшая сестра, она не хотела 9-10, она до 8 класс учила. Я с сестренкой, мы пошли в 9-10 класс, учили в номер 6 в нашем это районе. Это правильное воспитание. Мои родители что вот не получили и дальше развивались. Мои братья, они уже были самостоятельны после окончания 10 класс. Они уже могли на это себе подрабатывать деньги, себе они сами эту одежду покупали. Они подрабатывали, как это пошли, как это хлеб, как они пекли, с это где-то хлебом, как это, ну, помогли хлеб печь. И еще маленький бизнес тоже, они как это, фрукты, овощи, как где-то, как это, помогли, ну, поставщикам, как это, помогли, грузчикам, то есть. Работали, подрабатывали себе деньги, да. Они сами себе стали вещи покупать. Мои братья уже после это 10 класс первый. Младший брат, они 2 года между собой, они как это, разница была. Они как двойняшки тоже выросли. А я сестренка как двойняшки, я на год 4 месяца старше моей сестренкой. Как двойняшки тоже выросли. Вот такая семья у нас была. Это Алхамдулилlah, машалла, баракаллаху. Никто это, как это, у папы, мамы, как это, когда выросли, не спрашивали у папы, мамы деньги. Мы были какая-то независимая, что девчонки, что мальчишки. Я тоже вот когда учила, получила диплом, тоже никогда папа, мама. Даже я школьница была, у папы, мама ни копейки никогда не просила. Я в школе не кушала, я же, помню, я рассказала вам. Я дома кушала это нормальный завтрак, завтракала и пришла, обедала дома. Я в школе даже воду это порой раз пила, все. Даже компот у нас это в буфете продавали, чтобы все было так буфет. Я ничего не покупала никогда. Я такой ребенок, который это необычный, да, и копейки у папы не просила. Моя сестренка, она просила, она купила, кушала, а я нет. А я только это дома кушала. И до сих пор я дома кушаю, я на улице не кушаю. Да. Я такой человек. Вот это моя семья, вот так они это самостоятельные стали. Что мальчишки, что девчонки. Это правильное воспитание папы, мамы. Оно самое главное, что в старости мои папа, родители ничем не нуждались. Они жили как хотели, они путешествовали куда хотели, как это хотели. Поэтому мы должны вот так быть. Не то, что папа, мама нас подняли, воспитали, а потом оставить. Папа, я взрослый, я хочу отдельно жить. Такого в нашей религии ислам не существует. Мы не имеем права так сказать своей папе, мама, что я отдельно хочу жить, я поеду отдельно жить. Такого у нас не существует, не должно быть. Даже если отдельно живет, допустим, мои братья отдельно жили, они все равно потом вернулись, это старость, мои родители были это рядом. Мой младший брат приехал, это рядом с мамой, покупал эту квартиру в соседнем подъезде. Он это всегда был с мамой рядом, помогал. Да, они жили как это. Моя мама сказала, пока я молодая, идите живите своей жизнью. Они отдельно жили, мои братья, да, когда женились. А потом в старость они вернулись, как это, маму, как это, с папой они поддерживали всегда. Как бы ни были, мы даже отдельно мы жили бы, родители позволили нас. А вот мы не имеем права сами сказать, так что я взрослый, я хочу отдельно жить. А мои родители позволяли их жить, потому что они молодели. А когда вот это пожалеют родители, да, придется это рядом с ними жить не отдельно, потому что они